слово пацана. Мы уже неоднократно к этому возвращаемся, и настолько разные у всех мнения. Вот вы из города Набережные Челны. Да. Вот там, например, я был на спектакле, он называется «Город Брежнев». Да? Это Шамиль Ляутинов. Вот он был у нас в гостях несколько раз, и вот сейчас будет фильм, подобие слова пацана, только вот называться будет «Город Брежнев». Мне недавно здесь один парень, он занимается одеждой, и он мне сказал по огромному секрету. Я вот просто вас прошу, никому не рассказывайте. Никогда никому не расскажу. Никому, Да. ладно? Он сейчас смоделировал куртку с белым отворотом, и он хочет открыть в Казани, в Москве магазин. И магазин будет называться «Кровь на асфальте». Кровь на асфальте. Да, там будет обязательно шерстяная шапочка. Там, значит, продавцы будут танцевать вот этот танец. Будет вот эта, значит, музыка, как она, да, вот эти все музыки, и будет такой бренд. Это бренд слова пацана. «Кровь на асфальте». В Москве, в Казани, в Челна. Помните, вот, да, был такой фильм, называется «Зулейха». Открывает глаза? Да. Открывает глаза, да. Столько было критики. Но ведь все равно татарская песня, ой, был-был-эм была там, татарский фольклор там все-таки присутствует. Значит, и поэтому здесь эта песня, это все равно популяризация татарской нации. Так ведь? Да. У меня претензии не к тому, что показывается история сама. То есть, как я понимаю, автор хотел показать определенный период жизни, который был в нашей стране, и который лично его задел. Но проблема в том, что аудитория в основном это молодежь. И дети, как правило, не самые уравновешенные люди в таком возрасте. И поэтому, допустим, могут из-за этого возникнуть какие-либо проблемы, там, потасовки. Есть в школе добрые и культурные дети, к примеру, которые, как правило, в большей степени занимаются учебой. Шушпаны, получается. Стремятся созидать. А посредством подобных сериалов их еще больше будут притеснять. То есть я считаю, что нужно снимать сериалы и фильмы, которые будут помогать детям подобным, которые приносят наибольшую пользу, ассоциировать себя с героями. Я, в принципе, согласен с его точки зрения. Почему? Потому что дети могут взять действительно себе главного героя как кумира и ему подражать. Да, хоть и сериал рассказывает в итоге, что такие действия, которыми занимается главный герой, приводят к плохим последствиям, но все же некоторые могут не обращать на это внимания, так как показано по картинке и, в принципе, по сюжету о том, как это драйвово показано. В общем, и очень пример для подражания, да, получается. Да, и если юное поколение будет так брать, вот с них пример, это может привести к нехорошим последствиям. Поэтому я хотел бы, чтобы, больше показывали как раз-таки, скажем так, те фильмы, которые будут помогать, наоборот, людям вообще даже не сталкиваться с этим, а просто скажем так, развиваться в этом плане. Если отталкиваться от кинематографических каких-то характеристик этого фильма, то он сконструирован очень довольно-таки хорошо. Как и в России, в других странах тоже встречались определенные группировки, и в России было немало таких происшествий, что... Почему же Казань отличилась? Потому что у нас группировки, я думаю, они приобрели свою иерархическую структуру, деление на младших, старших и так далее, и таким образом и происходило формирование уже организованных группировок, которые уже могли иметь какую-то даже политическую силу, или в конце 90-х она приобретала даже экономическую силу, то есть эти группировки обладали определенными торговыми центрами, буквально контролируя улицы и так далее. Ну, конечно, с точки зрения морали, далеко не самый лучший пример для подросткового возраста, для детей и так далее, но в самом фильме есть возрастное ограничение, что, в принципе, не предполагает, что дети должны его смотреть. Поэтому для совершеннолетних людей, здраво и разумно мыслящих, это, можно сказать, шедевр, который они увидели спустя пару десятилетий, которые они могут, в принципе,
ощутить на себе. Ну, я имею в виду наше старшее поколение, поколение, которое, в принципе, выросло в эти 90-е годы. Ну и поэтому этот фильм становится культовым, становится очень популярным. Но, конечно же, этот фильм не должен становиться объектом массовой культуры и распространением среди молодежи. Роберт Гараев был у нас неделю назад. Кто-то был на этой встрече, наверное, тоже, да? Были. И теперь он очень вас спросил тоже. Вот и мне, говорит, важно мнение всех. Ну, он это сам спрашивает, а сам мы увидели, очень внимательно на него, когда смотрели, мы увидели бегущую строку у него на лбу. И там было написано «Продолжению быть». Поэтому он хочет у нас мнения разные, пожелания. И я думаю, есть «Бумер», «Бумер 2», есть «Брат», «Брат 2». Я думаю, все-таки такая популярность, будет обязательно продолжение. Но это же все равно здесь показывается вот безотцовщины вопрос. А там и есть эпизоды, как, значит, двуличие, лицемерие комсомола. Мне это было очень обидно смотреть. Потому что я сам из комсомола, как там они, значит, в жизни такие, а вне работы другие, да, вот это все. Это был вакуум, нечем было заняться, была слабость милиции. Все это там потом показано же, как закончили вот эти группировщики своей жизни, к сожалению, да, это идеология. Поэтому здесь, значит, как не надо себя вести, будем так говорить. Ну, я слышала всегда, что в Челнах раньше обострено все это было, были какие-то там группировки, да, как вы сказали. У меня есть однокурсница из Заинска, и у нее тетя живет в Набережных Челнах, и ее отец как раз-таки столкнулся с тем, что были какие-то потасовки, какие-то стрелки, всякие вот эти вот штучки. Когда я училась в школе, это еще было распространено. Подростки собирались и какие-то стрелки устраивали, я еще это застала. Вот это что такое улица? Как я попробую сейчас вам изобразить, получится у меня, не получится, значит. Ты теперь запомни, ты теперь пацан, ты теперь с улицы, а кругом враги, да. Поэтому... Значит, чем заняться? И вдруг здесь организация, как будто человек входит в эту организацию. Там есть какая-то перспектива карьерного роста, какой-то там бригадир, дальше. Там есть идеология, что мы все вместе, мы улица. Но, к сожалению, вот очень многие люди попали под эту идеологию и плохо закончили свои молодые, талантливые жизни. Вот, поэтому ждем продолжения, я думаю, оно обязательно будет. А наши пожелания обязательно Роберт Гараев послушает и возьмет себе на вооружение.